Ребята, всем привет! 1000 лет, 1000 зим. Давно не снимал видео по определенным причинам, там по разным. Ну вот, выбрались мы с Романом в небольшой походик такой на Гадово озеро в черте города Саров. Значит, маршрут здесь 1,5 километра. Взяли с собой удочки, попробуем половить там ротана. Ну все, ну и попьем кофе там, поедим бутерброды и обратно. Посмотрим. Надеемся, что ротанчик будет клевать. Сегодня первый день тепло. Вчера был страшный дождик. Возможно, там мутная вода. Но это мы все узнаем по приходу на само озеро. Все, пошли, не будем затягивать. Не зря мы одели резиновые сапоги. Предсказуемо. Ручей бежит. Да, лужи здесь присутствуют как бы. Ну и дальше тоже. В прошлом году мы ходили. Видео я с вылазки прошлогодней. Там оставлю под видео ссылочку. Как мы ходили. Собирали сок, грибы. Грибы, кстати, тоже сейчас посмотрим. Может, будут попадаться. Правда, я еще тот грибник. Ну, сморчки я имею в виду. Такие весенние. Первые грибочки. Стручки, сморчки там. И все остальное. Сегодня шикарный денечек. Птички поют. Травка зеленеет. Да, солнышко блестит. Еще как бы не страшно. Да, но походу расчистили дорогу. Потому что в прошлом году были кругом одни завалы. А сейчас довольно-таки чисто. Видимо, кто-то пропиливался здесь. Ну, видно, что пропиливали. Завалов нет. А в прошлом году мы здесь ныряли под палками. Ездили, наверное, на машинах. Поэтому чистили. Ну да, здесь джипинг, шмипинг, там туда-сюда. На маленьких внедорожниках. А может и на больших. Народ нет-нет, ездит. Да, ну здесь уже вот. Такое местечко. Да, уже на машине-то на неподготовленной точно не проедешь. Да не, я бы не сказал. Что... Ну здесь ветки, как бы, если там не жалко обдирать какую-то машину. Защита как бы вообще. Видите, такой. Да. Идем потихонечку. Оба, ничего себе. Ага, сейчас. Такая дверь здесь. Расстреляли. Интересно, да. И лебедку есть куда цеплять, самое главное. Да, ну, даже Лешу можно было поехать. Да, на Лехиной машине тут самый чигириндай, как говорится. Да, ну и вот 1,5 километра вот такой вот у нас дороги по грязи. Травка уже вот прям осока, наверное, что это такое, тут лезет зелененькая. Все красивенькое. Находимся мы, так скажем, еще на территории Мордовского заповедника. Ну, здесь захватывает периметр города. И поэтому здесь у нас дикие звери нет-нет попадаются. В прошлом году на именно этом озере, куда мы идем, был замечен медведь. Есть определенный риск его там увидеть, как бы на всякий случай сигнал охотника, чтобы отпугнуть. Рядом в кармане лежит. В прошлом году у нас был огромный газовый баллончик с собой. Но будем надеяться, что мы никого не встретим. Лоси у нас это вообще не редкость. Попадаются.
тоже зверь такой опасный. Ну, естественно, кабаны, бешеные ежики и все остальное в этом лесу присутствует. Потому что здесь мордовский заповедник. Ну, рядом находится, граничим мы, так скажем, с ним. И зверушки оттуда через периметр нет-нет как-то пролазят и в черту города. Пиу-пиу. Поэтому нужно поглядывать по сторонам и бухтеть что-нибудь. В тайге-то еще он ходит, в кружку стучат, в металлическую, и кричат. О, ничего себе, здесь вот просеку расчистили. В прошлом году не было. Да, здесь вот просека. В прошлом году она была заросшая, а в этом году расчищена. Ага. Может быть, не совсем до конца, но тем не менее. Что туда, тут муть. Вот так вот. Да, ну здесь уже на машине точно не проедешь, надо пилить. Если там было расчищено, то тут все. Обходить только. Такое хорошее деревце. Да. Но оно и в прошлом году лежало. Да. Да нет, Ну не по колено, так скажем, но в принципе почва-то такая, ну. жесткая, да? А если несколько машин проедет, как бы это, То будет каша. уже будет. Что у меня такое есть подозрение, что у меня протекает сапог, что ли? Да, тут есть небольшое подозрение. Это у тебя какие? Эти сапоги такие, эти дуть? Ну, дутики такие, старинные. А чё вот здесь вот не снимаешь? Прикольно же. Я снимаю, почему? Понял. Где прикольно, я снимаю. Ну тут все, как бы здесь уже даже на подготовленной машине, мне кажется, тяжело проехать. Здесь вообще полный пипец. Прошлый год так не было, видимо. Ну хотя вот кто-то пилился. Да сейчас весна ранее. Да, ну. Вон что, жесть какая. Там вообще он тоже бурелом. Не пойми чего. Да, я не... Вот здесь где-то обойду, наверное. А то я спиннинг сломаю. А можно еще снять. Да? Да. Нет, я обойду, давай. Ребята, случилось страшное сейчас. Идем. И выходим, значит, на асфальтированную дорогу, которую не должно было быть. И по ней как раз едет автомобиль, оттуда выходит человек, говорит, что он какой-то тут лесник. И объясняет нам, что мы не туда идем. Мы прошли где-то лишний километр, сейчас возвращаемся назад. Как бы... Вот Сусанины, короче. Блин, вообще нежданчик. Что-то здесь вот все перекопали, перерыли, просеки что ли чистили или что. Это сбило нас с толку, и поэтому мы, так скажем, немного заблудились. И теперь мы месим километр грязи в обратную сторону. Да, Роман сказал, что будет меня сейчас бить. Кто бы мог подумать вообще, что такое может случиться. Но так бывает.
Хорошо, что мы встретили лесника, а не медведя, который нам объяснил, что мы не туда идем. Вот террас. Да, потеряли сколько-то времени. Так, ну что, вот вернулись мы назад, как бы, наверное, все-таки сюда. То бишь, блин, мы ушли вон туда, сейчас вернулись и теперь идем туда. Надеюсь, что опять не промахнемся. Блин, наделали просек, что-то распилили. Работает лесхоз, как бы, и подчищают просеки туда-сюда, что-то там для каких-то маневров на случай пожаров там лесных. Не дай бог, конечно, как в 2010 году здесь горели леса. Ну все, ребята, двинули, потеряли кучу времени. Роман насматривает себя на предмет клещей. Ну, вроде травы не было никакой. Там на берегу осмотримся. Клещ? Смотри, упал. Ага, ничего себе. Откуда упал? Сверху. Сверху упал на Романа клещ. И на меня он хочет его стряхнуть. Красава. И он не давится, короче. Да, ничего себе. Нужно будет посмотреть. Есть чем обработаться, но мы не обработались. На русской авось. Давай-ка побрызгаемся, ребята. Сейчас будем брызгаться. Так, откуда там? Да пофигу. Закрывай эту кепкой. Да ты уж там это, давай как-нибудь это. Ветер-то откуда? Да пофигу, брызгай вот на куртку. Вот оттуда ветер. Ага. Короче, на этом. Защита от клещей. Ребята, все, зверьки эти есть по любасу. Не знаю, почему мы не обработались сразу в начале маршрута. Повторюсь, на русское авось, наверное, как-то, блин, ну. Все, двигаем дальше. Пошли. Так, ну походу идем там. Вот здесь вот уже такой пейзаж, красотища. С момента нашего старта прошло час, то бишь мы час ходили, блуждали, что-то не туда забрели, черт побери. Час мы тут шарахаемся по лесу. Ну, из этого тоже, наверное, есть плюс. Да. Дышим свежим воздухом лесным здесь. Ну, ничего страшного в этом нет. Нет задачи какой-то там наворочить мешок рыбы. Просто идем, чисто у нас прогулка. Сегодня 2 мая, мир, труд, май и все дела. Идем. Наверное, осталось немножко теперь нам тут идти. Тропинка похожа на ту, которая должна быть. А та была не похожа, но нас что-то не смутило. Мы идем, ведем непринужденную беседу, что-то о том, о сём, увлеклись и заблудились и пришли не туда. Ну, так бывает. Щепка на щепку лезет. Щепка на щепку лезет, Роман говорит. И зверечки здесь вот уже шпили-вилином делают. Молодцы. Не будем им мешать. Все такие. Им стыдно. Да, не успели проснуться, а уже того. Ну и сейчас мы спугнули какую-то большую птицу. Вспорхнула, улетела. Подходим к озеру. Да, подходим уже. Надо было так нам
заблудиться. Да, все, мы уже пришли, ребята. Осталось буквально 30 метров. Что-то тоже оно Ну, вот, собственно, и подмелело. само озеро. Красотища, солнышко светит. Я был здесь в прошлом году, а Роман сейчас мне сказал, что он здесь последний раз был 30 лет назад. 30 лет назад. Так, не вижу столик. Что, разбомбили, что ли? Ой-ой-ой. Столика, походу, нету. Ну, был вот на Так, том- лягушки плавают активно. Вода прогревается. Именно где-то вот... Ну, вода прозрачная. Да, вода прозрачная. Я думаю, что у нас все получится. Сейчас дойдем все-таки, наверное, до того места. Посмотрим. Там был столик хороший. Ну, место отдыха. Не знаю, сломали, не сломали. Что-то пока не вижу отсюда. Да, лягушки все тут. Как в прошлом году они верещат. Я в прошлом году не это думал, кто это? Думаю, птицы, что ли, какие-то пищат. Даже ходил смотреть. А это лягушки, короче, они вот шпили-вили делают. И, видимо, там друг друга зовут. И такой звук там прям вот интересный. А здесь вот дальше вот ручей идет. Пищат, да, ручей. Это же оно проточное, это озеро? Да? Проточное получается, да. Такой вот ручеек. Оно, кстати, с нами, да, впадает, Серега? Я не знаю, куда впадает. Мне кажется, кстати. Так, ну ладно, давайте сейчас здесь вот перейдем. Как бы не упасть тут. Ой, лягушек-то сколько там? Ага. Здесь тоже он лягушек дофига. Роман там лягушек нашел. Вон они все спариваются. Поэтому и пищат. Вот ручей. Ну, так скажем, он бежит в ту сторону. Ну да, наверное, в Сатис впадает, может быть, где-то. Да. Ну ладно, пошлите. Сейчас будем собирать снасти, шмасти, там все дела. Спиннинги. И попробуем поймать ротанчика. Блин, поезд загудел издалека. Пока разговаривал, не понял сначала, что за звук. Фух. Да. Блин, конечно, мы очень много времени потеряли, пока туда-сюда ходили. Да, все, стола нету, лавочек нету, вандалы все разбомбили. Он здесь много-много лет стоял. Люди пользовались, приходили сюда. Да, дети, наверное, как-нибудь. Но не без вандалов, ребята. Вот костровище тут вот осталось какое-то. Да, и здесь был столик и лавочки, за которым мы хотели с Романом посидеть. Вот от него остались здесь лунки. Вот здесь, наверное, был столик, да. Серега говорит, не бери, говорит, стул. Не надо, говорит, здесь есть столик. Да, я говорю, ничего не надо, ни стул, ни столик, тут все есть. Да. Оказалось, ребята, ничего здесь нет. На заднице шерсть. Вот так вот. Ну ладно, что. Тогда не вижу смысла здесь тогда. Нам, может, там тогда мы все и бросим. Там будем рыбачить. Дерево вот сожгли тоже. Ага, дьяволы. А тут все, оно вот, знай, туда упадет. Да. Ну, вот так вот как-то. Пошли тогда назад на тот берег, там мы расположимся. Ну все, на этой полянке вот остановимся. Соберем сейчас удочки, шмудочки. И попробуем половить ротанчика. Эх, вон оно что. Так, Роман удочку взял, спиннинг. А у меня только спиннинг, как бы. Ну, сейчас попробуем по старой схеме. Сейчас привяжем поводки, приманки, и потом все расскажу, на что я буду рыбачить, какие снасти у меня, чего. Так, ребята, обстановка, значит, следующая. Собрал снасть. У меня, значит, фаворит Bluebird с тестом, значит, 0,5, 5 граммов. Катушка Daiwa Ninja 1,5, 1500А.
шнур 0,08. Ну, это как бы снасть такая, там головля я на нее ловлю, ну, микроджиговая. Поводочек из лески. И маленькая мормышка, значит, с приманкой. С небольшой, сейчас я вам покажу. Поймал я вот такого ротанчика. Сейчас я по рыбе вам расскажу, что здесь у нас пока, что я вижу. Пошел попробовать, вообще клюет, не клюет. Приманка, значит, вот такая вот. На маленькой самодельной мормышке. Спасибо, там дядя Юра в прошлом году угостил. К сожалению, не поехал с нами. У него там дела. И вот такой ротанчик. В прошлом году, когда мы здесь были, значит, ротан был более активен. Его прям было видно визуально, ну, в некоторых моментах. И прям перед мордой трясешь, он хватает приманку. Сейчас, значит, вот первый день тепло, как я уже говорил. Вчера весь день был дождь. И вода, видимо, недостаточно прогрелась для того, чтобы он подходил, видимо, как-то к берегу. Попробовал, покидал, гальянчик выходит за мормышкой, как бы идет, теребонькает, но эта рыба нам не интересна, нам интересен ротан. Одного мне все-таки удалось вот уговорить, может быть, сейчас разогреет и у нас активируется какой-то клев. Я вам сейчас покажу. Рыбу мы будем отпускать, естественно, недалеко и от воды. Вот тут Роман у меня, оп, может, поймает. Ну, попробуем. Надеюсь, что будет хороший клев, но пока ротана визуально, по крайней мере, возле берега так массово, как в прошлом году, я не наблюдаю. Но, тем не менее, одна поклевка у нас уже есть, и это хорошо. Поехали. Забрасываем приманку. Сейчас я просто увидел ротана и попробую его на камеру поймать. Ротана мало, еще, видимо, не прогрелась вода. Опускаю приманку и трясу вот возле него. Возле морды. Вот он сейчас должен схватить. Промахнулся. Ага, и вот сейчас он заглотил. И я его подсекаю. Ну, очевидно, что как бы активность ротана не такая еще сильная. Видимо, из-за того, что ну, не прогрелся водоем. Еще не было теплых деньков таких хороших. Но, тем не менее, вот такой вот хороший ротанчик клюнул у меня. Сейчас я сфотографирую его, отправлю дяде Юре, а то он с нами не поехал. Так скажем, не запостил, значит не было, как говорится. Еще раз вам покажу приманочку. Вот такой вот червячочек небольшой на мормышечке. И вот такой вот ротанчик. Ну, мы его, естественно, тоже отпускаем. Может быть, расклюется как бы. Сейчас вот сегодня будет 15 градусов, обещали. И может быть, он подойдет сюда к травке на меляки и будет клевать. Но смысл такой как бы. Опускаем приманку возле пучков травы. В прошлом году прям ротанчиков некоторых было видно визуально сразу же. Вода очень здесь прозрачная. И возле них трясешь как бы. Возле морды. И он не заставляет ждать. Сразу же атакует приманку как бы. Очень интересная рыбалка. Как я сказал, на прошлогоднюю рыбалку я оставлю ссылку под видео. Посмотрите. Тогда я занимался этим первый раз. Сегодня вот это второй. Очень интересная рыбалка, если выехать, например, с ребенком и порыбачить. Я думаю, что это будет масса удовольствия. Рыбу рекомендую отпускать, потому что, ну, во-первых, ротан — это вкусная рыба, ребята. Ну, здесь в черте города приехать побаловаться самому и с детишками, я думаю, это, ну, прелесть просто. Поэтому поймали и будьте добры, отпустите, пожалуйста, эту рыбу, и мы с вами не раз еще приедем сюда и оторвемся по ротанчику. Ну и нужно быть еще аккуратнее, потому что очень много лягушек, и они тоже охотятся за нашей с вами приманкой. А снимать лягушку с крючка — то еще удовольствие. Сейчас визуально вот увидел ротана.
Сейчас попробую ему приманочку дать под нос. Не знаю, клюнет, не клюнет, но он мелкий. Мелкий, что-то прям еще сонный. И вот к нему еще один плывет, который заметил еще мельче этого. То бишь вот два ротанчика вот здесь. Видимо, еще как-то они после зимы не отошли. Я ему по голове стучу, ему без разницы. Да, и он не реагирует, то бишь рыбка-то еще не совсем активная. Ну-ка попробуем вот который маленький. Попробуем раздраконить, не знаю, вот. Плавниками шевелит, но клевать что-то не хочет. А, сейчас приду. Роман там нашел. Роман там нашел ротана громадного. Сейчас попробуем поймать. Эти не хотят. Прямо два стоят, смотрят в упор, а приманку не берут. Так, все, пошел к Роману. Да, вот. Ребята, о чем я вам и говорил. Нужно быть аккуратней, как бы. Лягушек очень много. Они уже здесь икру, смотрю, это наоткладывали, видно на траве. Тише, тише. Да, и Роман вот одну лягушку поймал. Да, то бишь лягушек очень-очень много. Они все спариваются. Тут на икромете все дела. На этой коряшке сейчас грелся ротан, со слов Романа, с ладонь. Какой да, ладонь? Вот такой ротан. Убавь маленько. Да, но как бы убежал. Рыба еще не совсем активно, вяленькая. Перемещаемся, ходим туда-сюда, поклевок нет. Ага. Вот это гальян. Вот это гальян. Да, видишь, все, на хлеб клюет гальян. А если было бы тесто, мне кажется, было бы еще поинтереснее. Да. Оп, еще один. Мала рыбка. Догажа. В степи жук мясо, да. Ну что, если ротанчик не Лучше, клюет. чем лягушки. Ну да, получше, чем лягушка. Вот такой. Эй. Да. Нет, гальян идет, даже за силиконовой приманкой стайками идут. Да вот в чем, мы же ловили. Да. Берет. А ротанчик что-то еще пока спит. Ребята, а здесь уже вот что-то из разряда немецкого кино. Что-то прям на одну лягушку, вон 5-6 штук набросились, и что-то они шпиль-виль делают с ней. Такого вообще ни разу не видал. Смотрите, что прям комком. Очень-очень много лягушек. Спариваются. Уф. Вон, прям и все бегут там что-то. Наверное, самая красивая лягушка вон там. Давай прекращай, ты что разошелся тут? Хлебушек идет. Доедай червей, домой поехали, Роман. Все только начинается. Ну да, давай. Может, и ротанчик подойдет. Решили перекусить. Сейчас приготовим каша гречневая. Вот такая. Готовить будем на горелочке. Кейс, горелка, следопыт, Макси. Вот так вот выглядит это все.
газовую не стал брать, решил попробовать на такой. Сюда можно вот, ну, я кладу от сухпайков сухое горючее. Положим. Сковородочка у меня вот такая вот. Покупал набор посуды. У меня есть на канале распаковка там с AliExpress набор походной посуды. И вот сковородочка с нее. Сейчас расковыряем, положим. И я думаю, 3 таблеточек нам будет достаточно для того, чтобы разогреть кашку. Разогреем и перекусим. И, наверное, пойдем назад, домой. Время уже без 15-14 часов. Рыбка особо не клюет, поэтому нужно перекусить. Попьем кофе и подведем итоги по рыбалочке. Пока кашка у меня разогревается, у Романа поклевывают гальянчики. Да, лучше приезжать, наверное, после обеда, когда разогреет. Прогреется водичка маленько. И, наверное, будет клевать. Ну, по крайней мере, у Романа он на хлебушек расклевалась. Ну все, не прошло и, как говорится, 2 минуточек. А кашка уже разогрелась. И костер никакой разводить не нужно. Да, рассчитывали мы все-таки на стол и на лавочки, которые были в прошлом году. Но, видимо, кому-то они помешали и кто-то их сломал. Чернышитинской стали кашу делать. Что, не годящее дело или что? Не, почему годящее? Приятного аппетита. Взаимно. Вкуснотища. Сейчас кофе принесу. И кофеечком полирнем, как говорится. Мы тогда вечером не будем. Нет, сейчас поедим, давай, будем собираться уже потихонечку. У тебя есть кружка? Как нет кружки? А, есть. У тебя же есть кружка. Давайте, ваше здоровье. Ой. Будет это. Хорош. Спасибо. Ну, за рыбалку. Будем здравы. Какое-никакое, но маленькое открытие рыболовного сезона. Сейчас идет нерестовый запрет. Пандемия, шмандемия и все остальное. Самоизоляция. Самоизоляция и все такое. Поэтому пока вот такая рыбалка, и то в радость, ребята. Конечно, ротанчик особо не клюет, но сейчас расклевалась у Романа на хлеб гальян. Какая-никакая, но рыба. Да может и ротан сейчас будет брать. Сейчас гораздо теплее стало, чем было с утра. Ну да, очень разогрело. Но вот на солнышке 20 градусов часы показывают. Интернет передавал плюс 15. Но жарит, будь здоров.
Озеро прям все двигается. Лягушки. Просто всё. кипит от лягушек водоем. Для разогрева было достаточно, наверное, одной таблетки, но еще есть, не жалко, как бы все разогрелось и еще он горит. Хорошая горелочка, компактная, для таких вот разогревщиков быстрых на отдыхе. Самое то, чтобы не таскать с собой газовый баллончик там и все остальное. Ну Хотя да. и такая у меня тоже горелка есть. На заметочку, может, кому-то. Вот такая. Поближе покажи. Да видно, наверное, нет? Да как там? видно? Следопыт. Каш. А на природе вообще все вкусно. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла наша короткая вылазка на Гадово озеро. Или Русалочье озеро оно называется, как-то еще там, не знаю. Ну, в простонародье называется Гадово озеро. Значит, изначально мы сюда хотели приехать для того, чтобы проверить, как тут ротанчик себя чувствует. Но, как показала сегодняшняя рыбалка, то что ротан еще не активен. Удалось поймать несколько штучек прям сразу в начале рыбалки. Потом находил ротанчиков в приглядку, трусил возле них приманкой, но они не реагировали. То бишь, Видели прям хороший экземпляр, прям такой. Роман видел папу ротана, как бы Грелся огромного. на бревне, то есть бревно из воды даже не выглядывает, а просто как бы на него солнце светит, и на нем вот прям сидит головешка. Сначала не сразу понял, думал махор какой-то, но потом раз, он махор-то двигается, оказывается, и прям стоит такой хороший такой отец. Ну да. Значит, Роман ловил на удочку с поплавком, перешел на хлеб. Сначала трусил тоже силиконовую приманочку, там были поклевки. А когда перешел на хлеб, у него клевал, нет-нет, гальянчик. Наверное, около десятка он поймал. Что-то удалось заснять, что-то уже без камеры Роман тут развлекался, ловил. Да больше десятка. Больше десятка даже. Вот, ну, по сравнению с прошлогодней рыбалкой, когда я здесь был, ну, посмотрите, ссылочка, значит, под видео. Клевало вообще отменно, на каждой проводке с одного места по 3, по 4 штуки удавалось снимать. Вот. Ну, может быть, еще раз выберемся сюда, если будут вот теплые деньки стоять и будет возможность, еще выберемся. Ну, как-то так, да? Понравилось? Отлично. Все, ребята, значит, видео долго не было, я вам говорил, как бы планируем этот год там активно ловить головля на реке Мокша. То бишь подписываемся, не пропускаем, все будет, обещаю, и голавль, и щука, и на судака будем выходить. Но основной упор, наверное, буду делать на головля. Эта рыба не оставляет меня в покое, уже не первый год, заразился этой рыбалкой. Буду давать какие-то, может быть, советы уже, хотя опыт у меня небольшой, но много чего уже понимаю и по приманкам, и по местам, где-то вам буду что-то рассказывать. Ну все, до новых встреч, пока-пока. Все, мы сейчас потихонечку пойдем назад, может еще что-нибудь поснимаем. Подписывайтесь, ставим пальцы вверх-вниз и до новых встреч. Shadows they follow